Как, работая в команде, избежать конфликта и развивать лидерские способности. Участникам тренинга объясняют все тонкости волонтерской деятельности. Здесь собрались те, кто только присоединились к волонтерскому движению, либо собираются это сделать. Поэтому первым делом знакомство. Регион добрых дел выиграл проект на 8,5 миллиона рублей. И у нас в мероприятии указана именно наша доброшкола. И он там записан как «За спасибо». В рамках нашей доброй школы мы будем обучать волонтеров, начинающих волонтеров, как волонтер должен вести себя в различных мероприятиях, какая у него ответственность за какое-либо направление по волонтерской деятельности. И работа в команде и в конфликтном положении. А уже после самое интересное – симбиоз теории и практики. Ребята делятся на команды и приступают к заданиям. За каждым столом бурное обсуждение. По-любому разумная молодежь тоже красивая, на самом деле. Я тоже, да, придерживаюсь тоже. Разумная молодежь? Вот, третий. Третий не по течению Джа-Пулс, потому что в любом случае проблемой является то, что именно дети слушают других. Другое русло уже. Да. Уже после каждый из участников должен презентовать себя и свой проект, разобрать все минусы и плюсы. Это поможет ребятам работать сообща, а заодно и улучшить ораторский навык. Что является, с вашей точки зрения, именно для человека главным, то есть правильный путь для самого человека? Правильный путь в любом случае исходит только из религии, ведь наша религия точно дала нам понять, каким образом мы должны жить. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказал нам о всех суннах, о том, как мы должны жить, как мы должны поклоняться Аллаху, чем мы должны заниматься, об уважении старшим, вплоть до того, как мы должны есть. Для того, чтобы узнать много чего нового, для того, чтобы получить опыт развития, в любом случае такие мероприятия являются интересными, много знакомств, много связей в будущем, много чего можно узнать, как я уже сказал. Причин много, всех не назовешь. Здесь разбирают самые частые ошибки и ситуации, которые могут помешать в совместной работе. Главный спикер Амина Гулиева. Девушка объясняет, работая в команде, каждый равен и имеет право выбора. А вот лидер должен задать правильное направление работы и определить конечную цель. Суть данного тренинга заключается в том, что мы выявляем эти конфликтные ситуации и ищем методы решения этих противоборств внутри команды. Как мы все знаем, конфликт возникает между личностью группы, межгрупповые конфликты и между личностью и личностью. И чтобы таких проблем и конфликтных ситуаций, инцидентов не возникало внутри нашего добровольческого движения при проведении различных родов мероприятий, мы решили организовать такие тренинги. В данный момент эта программа уже идет 5-й. За начало сентября текущего года мы провели уже больше 15 тренингов на территории нашего ресурсного центра. И также мы выезжали в различные образовательные учреждения, колледжи, школы. Тренинги ресурсного центра добровольчества – это место, где каждый может поделиться своим опытом и научиться чему-то новому. Встреча проходит в игровой форме. Такой формат участников привлекает еще больше. Хава Гагиева, Ахмед Горбаков, Новости 24.